Училище, равняйсь! Отставить! Училище, равняйсь! Смирно! Равни на середину! А тут только с города, ребята, или есть поселка? С поселка. Вот я с Серебряного. Тюрмана. Тюрьма? Какие-то еще. Вот он. А сюда ездите каждый день на занятия, да? Да. К 8 часам утра? Да. Каждый день? Трудно? Да нет. Ну все-таки, вот что здесь лучше, а что хуже, чем в школе? В школе уроков задавали много, а здесь меньше задают. Здесь можно не учиться, да? Да. Ну а о школе вообще не жалеете, да? Нет. А в школе как учились? Наверное, отличники все? Да нет, так. Да, Ну средний. средние-то как? Тройки, Да, где-то. Тройки, четверки. Понятно. Ну ладно, давайте учитесь на токаре. Видеокурсы, да? Да. А на кого учились? На сварщика. Сварщики? Да. Как сейчас перспективы с работы, где будете работать? Ну, не знаю. Трудно. На предприятиях нашего города. На предприятиях города? Ну вот когда у вас диплом? В феврале. В феврале? И сейчас у вас неизвестно еще, где конкретно будете работать? Так, говорите приблизительно. Приблизительно, конкретного еще ничего. А вот вы не подскажете, вот ваши ребята заканчивали, ну, знакомые училища, они сейчас, есть у них сложности с устройством на работу? Все работают или кто-то еще не устроился? Ну, практически все. Все работают, Да. А на практике были уже? Нет. Нет, еще практики не было. Сейчас вот у вас начнется практика, да? Да. Ну вот сейчас вы 3 года уже отучились в училище. Вы не жалеете, что пришли в это училище? Нет. Получили престижные такие профессии. Престижные профессии, да? Ну вот нам тут ваше руководство сказало, что училище это перевалка между школой и тюрьмой, там, армией. Так оно и есть. Ну неужели здесь все такие ребята собрались, что вообще уже ни на что больше не способны, как только вот только-только? Да нет. Ну ребята сами по себе как здесь? Нормально. Нормально? Да. А вот, ну, допустим, сейчас вот у тебя была возможность, вот, допустим, ну, что ты заканчиваешь 8 классов. У тебя есть возможность пойти в 9 класс или в училище. Куда бы ты сейчас пошел? 9 класс. 9 класс. А ты? В училище. А ты? Да я в училище. Какой мне делать? А почему? Ну, во-первых, в училище аттестат лучше получишь. Так. Меньше будешь делать, аттестат лучше получишь. А почему меньше будешь делать, а лучше получишь? Ну, здесь спрос меньше. Спрос меньше, страница школы. Ну, значит, ты, если спрос поменьше, значит, ты и знания получишь поменьше. Да. Ну, а тебе что нужно, аттестат или знания? Аттестат, ну, Аттестат. Ну и что потом ты с ним будешь делать? поступать. В институт? Ну, в институте там смотрят на знания, а не на аттестат, понимаешь? Ну, туда главное поступить. Круг ваших обязанностей. Мастер – это в целом воспитатель. Это главное, как ждать профессию. Нужно быть и воспитателем, знать их жизнь, знать их и домашние условия, и учебные дела, и все-все, ребятах.
Иначе же этой группой управлять нельзя было бы, если бы надо только профессией заниматься. Вся жизнь ребят в течение 3 лет это в руках мастера. Скажите, вот какие сложности в управлении ребятами? Вы сказали, что нужно ими управлять. Ну, потому что это подростки. Жизнь у них непредсказуема, что когда и где будет. Поэтому работа с ним воспитательно – это огромный круг вопросов. Это целый трактат можно писать об этом воспитании. Как вы считаете, вы с ними находите общий язык? Безусловно, иначе бы не работали мастерами. Со всеми? То есть у вас в этом плане проблем нет? Проблем коммуникации не существует? Проблемы всегда есть, но их нужно находить, говорится, разбираться в них, преодолевать их, чтобы дальше можно было жить. Ребята, у каждого свой характер, 30 человек, 30 характеров. А вот скажите, вы готовите по какой специальности, ребята? Слесарь по ремонту автомобиля с правом управления автомобилями. Они выходят с каким разрядом? Они выходят как минимум с 3-м. Но если хорошо проходили практику, по ходатайству производства может быть и 4-й разряд. И плюс тому удостоверение категории БЦ. Училище дает гарантию, что они по этому разряду устроятся работать? Это очень сложно сейчас говорить в условиях хозрасчета. Не все предприятия охотно берут, так сказать, молодежь, особенно кому нет 18 лет. Но тем не менее трудоустраиваем всех, находим общий язык с руководителями. Не всегда одного предприятия бывает, но все равно все ребята устраиваются. Тем более часть ребят достигает возраста уже 19 год, и в армию даже идут. Поэтому проблемы есть, но их тоже преодолеваем. Это наши внутренние проблемы. А вот с вами вопрос. Скажите, пожалуйста, ребята у вас заканчивают училище, вот в основном же здесь учатся парни, девушек мало, да? Заканчивают они училище, и потом они сразу уходят в армию, да? Да, в основном основная масса уходит в армию сразу же, после окончания училища. Проработал определенное время, 2-3 месяца, уходят осенью в армию. А как вы считаете, вот армия, допустим, 2 года, которые они там будут проходить, ну хорошо, допустим, он водитель, он там может устроиться водителем, а если он токарь, сварщик, он не теряет за эти 2 года то, что получил в училище за 3 года? Я считаю, что он не теряет, вернее, он теряет в некоторых случаях. Дело в том, что основная масса ребят, многие, вернее, ребята уходят и работают в армии, не говоря о том, что они находятся в строительных частях, все равно они сталкиваются непосредственно со своей работой, спецификой своей работы. Почему? Потому что, как таковых, допустим, армейском подразделении специальностей много. И в любом случае, многие ребята приходят, выпускники моей группы, и говорят, тот работал сварщиком, тот работал сантехником в армии, тут частично соприкасался с этим. Конечно, какой-то процент есть того, что он теряет квалификацию. Но основная масса приходит с армии довольно-таки эрудированными, подготовленными молодыми людьми. Кстати, как вот вы относитесь к идее создания технического лицея в нашем городе на базе вашего училища? Положительно. В чем будет принципиальное отличие лицея от училища? Ну, во-первых, это ребята будут фактически уже со средним специальным образованием, средним специальным техническим образованием. Намного будет выше уровень, выше эрудиция. То есть практически это механики, крупные мастера своего дела. То есть это будет средний, наверное, между училищем и техникумом, может, где-то так, да, по развитию, по образованию техническому? Это, в общем-то, уже техникум будет. Не средний, а техникум. Программа техникума должна идти. В чем тогда отличие от техникума? В чем отличие техникума? Ну, я считаю, что мы здесь просто приблизимся к техникуму. Создадим на базе нашего училища среднее специальное учебное заведение, не отличая нас уже от техникума. А на уровне техникума вы должны работать. Ну, они просили тогда не играть словами, допустим, там технический лицей, а просто создать техникум в нашем городе. Ну, видимо, это надо знать мнение наших руководителей верхних, что они здесь подразумевают, на каком уровне программу нам составить, чтобы дать четкий ответ разницы между лицеем и техникумом. Так просто однозначно сложно ответить. Девочки, давайте познакомимся. Как вас зовут? Лена, Марина, Оля, Светлана, Света, Какая это группа? МК-1, Что это значит? машинист экрана, Курс? 3, Третий курс. То есть в феврале у вас защита диплома, да? да. Где будете работать? На ДСК, но у нас практика сейчас. На ДСК. Все будут? Нет, не все. На ЖБИ буду работать. То есть это уже железно, на вас есть заказ, да? Нет, на нас был заказ, ДСК заказывали нас, но они потом от группы отказались. Теперь в половине группы даже могут быть свободные дипломы. Это хорошо или плохо? Плохо, скорее всего. Самим устраивает. А вот группа крановщиков, это первая группа или уже были до вас группы? Элементарно. Первая техническая группа. Одна. То есть, а они еще будут набираться, эти группы? Нет. Вот еще такой вопрос. Вы вот сидите здесь все такие красивые, нарядные. Вам выдают училище форму? Выдает. Теперь это последний год, больше выдавать не будут. Больше давать не будут? А почему вот вы ее не носите форму? Так шьют. Носить. Сейчас второй размер? Сейчас второй, да, не по размеру. Ну вот если, допустим, она была по размеру. Можно было? Можно. Красивая форма, нормально, вас устраивает, да? На первом курсе нам выдавали. Ты бы не одела? Нет, Почему? меня не устраивает, фасон некрасивая. А сколько вот стоит комплект, то, что вам выдают? В принципе, нам выдают даже бесплатно.
Нет, примерно, сколько он стоит? Примерно, Везде по-разному, ну как по группам. Все, что выдают, там примерно рублей на 90. Ну плюс то, что шубы выдавали. Но не всем, конечно. Там потому что не хватило. Там больше, потому что шубы там по 200 с лишним рублей были. Но выдают, хорошо одевают. Ну вот мы прошли по училищу, ни одного не встретили в форме, ни одного. Чем это вот можно объяснить? Что ее нельзя одеть в эту форму. Да и не требуют как-то. Стыдно одеть ее, да? Ну, смотря это, как она будет сидеть еще, он мальчишкам маленькие размеры дают, ну, куда он оденет? Больше его, в 2-3 раза больше. Девочка на 44 размер и выдают форму 56. Ну, на вырост. Потому что неужели до такого размера может разрастись? Ну, понятно. А вот вы здесь получите по окончании училища все среднее образование, да? То есть в пределах 10-летней школы. Среднее специальное. Вот ваши ребята, которые закончили школу, как вы считаете, они больше вас в общеобразовательных предметах знают? Или на том же уровне, или меньше? Вы же общаетесь со своими товарищами, которые в 10 классе, которые сейчас учатся? Ну, смотря кто. Некоторые хорошо, а некоторые есть плохо. С ребятами. Я решил с вас начать. Вот скажите, пожалуйста, так, чтобы ребятам не мешать, у них урок идет. Это какая группа? Это группа КМС-11. Сейчас у них идет урок. Математики, Урок алгебра, математики. да. Вот так вот по школьным расценкам. Это значит, какой класс? Хуй. Нет, я имею в виду 8-й, 9-й. 9 класс, да? Или 10 сейчас по новой нумерации 10. 10-й, да? А вот скажите, вы, наверное, в школе раньше работали, нет? Ну, вообще-то работала. Как вы считаете, вот есть различие, то, что они в школе получают знания, и то, что Да, большое. большое? Очень. Вот я сейчас заглядываю к вам сюда, вот это самое... Да, смотрю на оценки, что-то сплошные нули, тройки. Вот даже вот 5 есть. Да? Вот, наверное, отличник самый. А как вы считаете, вот они способны на том же уровне быть конкурентом? Наверное, единица. Вот из этой группы, наверное, человека 2. Не Человека больше. 2? Да. Но только математику. Я не имею в виду спецоплюну. В чем-то они, конечно, в более выгодном положении выходят А в жить чем? из ПТУ, в том, что они получат специальность. И их устроят на работу, может быть, это. То есть они получают специальность, устраивают на работу, но они уже заранее заведомо обделены среднего образования. Вы так не считаете? Я считаю так, да. Это, то есть это мнение вот Это ваше точно, как педагога? это только потому, что из школы к нам идут далеко не лучшие ребята. Так что, ребята, видите, вот вы далеко не лучшие, оказывается. А вот скажите, пожалуйста. Нет, да, естественно. Вы об этом сами прекрасно знаете? Ну и как вы к этому относитесь? Нормально. Вот сейчас, если я понял, мы находимся в кабинете, это автодела, да? Да, кабинет автодела. Но в настоящее время идет урок слесарного дела в этом кабинете. Мы вот уже наслышаны, то, что у вас, допустим, автослесаря, это одна из самых престижных специальностей. Совершенно верно. Тут даже есть определенный конкурс. Не подскажете, сколько человек в этом году было? Порядка 4-5 человек на место. А чем вы объясняете, что такое именно на это специальность такой конкурс? Считается перспективная специальность. Многие ребята здесь еще и являют то, что сейчас у нас очень в городе много машин. И каждый желает стать из ребят в детстве всем, по-моему, мечтает стать шофером. Вот это сейчас у нас какой курс сидит? Первый курс. Мы с вашего разрешения поговорим с ребятами. Вот скажи, пожалуйста, ты закончишь училище, кем будешь работать? Автослесарем. Автослесарем? А где хочешь работать? В автобазе. В автобазе, вот здесь, с большегрузными автомобилями, да? Ну. Вам училище выдает форму? Да, дают специальную форму, нас одевает училище. Училище нас одевает на определенную сумму. На какую сумму? Ну, я точно сумму не знаю, но порядка... Что мы спросим у директора? Скажите, пожалуйста. Да, порядка 350-400 рублей. И вот такой вопрос. Почему вот мы прошли по училищу, у вас вот, никого, ни одного человека не встретили в форме? Ну, не очень хорошая форма просто. Ну, как, мне, допустим, не нравится эта форма, чтобы в ней ходить, допустим, в училище. А почему что не нравится? Ну как, так она форма хорошая, но мне, допустим, мне более нравится то, в чем я сейчас хожу. Как вы считаете, вот то, что государство тратит огромные деньги, выкидывает на ветер, можно сказать, может, вы согласны с этим, что эту форму нужно или отменить, или сделать новую? Я совершенно согласен с этим делом. И со следующего года одевать в училище уже мы не будем.
будет стипендия То учиться. есть человек сможет на эти деньги сам себе купить то, что Совершенно считает верно. нужным. Полностью уже будут выдаваться деньги, положенные на бандирование учащихся. Это получается, что лишняя трата денег государственных. Так как многие ребята не одевают, часть, вот особенно вот третий курс, когда выдается форма одежды, они брюки еще берут, а костюмы практически бывает, что и бросают даже прямо на лестнице, где получили, расписались, главное, что они получили, вышли и выбросили эти формы одежды. Вот еще такой вопрос. У вас в училище, как вы считаете, процент курящих какой составляет? Сколько людей? 100%? 100% больше половины где-то будет. Больше половины? А где вы курите в основном? На улице, например, не разрешают курить. Ну это же холодно. Вот сразу вопрос к директору задаем. А у вас не возникала такой мысли, допустим, 100% вот они говорят курят? Не 100%, меньше это в зависимости. Ну, Так, большая давайте половина. так вот, кто из вас не курит? Кто не курит, поднимите руки. А откуда тогда 100%? На остальные группы. Вот сразу такой вопрос. Может быть, есть резон создать в училище что-то типа курилки? Между прочим, на лето уже запланировано. Ну, борьбы пока не получается с курением, да? Эффективно. Эффективно борьбу не получается. Это правильно. Многие ребята уже приходят, когда вот беседуешь, курят уже некоторые даже, есть с 4-го, с 5-го класса уже курят. Группа ты по группе технического училища. Скажи, пожалуйста, вот у тебя какая будет специальность? Наверное, сварщик. Наверное, сварщик. А почему так неопределенно? Ну, я еще. То есть у тебя есть свобода выбора, или Да. это, или это, да? Это зависит только от тебя. Да. А почему вот ты пришел в училище получать специальность? Больше нет нигде возможности? Почему? Просто так время провести. Скажи, пожалуйста, а вот тебя почему вот в училище привел, что тебя привело? Ты учишься здесь, как сказать, на дневном отделении? Да. То есть больше нигде ты не работаешь, только учишься? Да, учусь. Какие у тебя льготы, если у тебя, что ты с армии пришел? Никаких. То есть ты на общих основаниях, так же, как и все ребята? Да, так же, как все ребята. А кем будешь работать? Ну, скорее всего, по своей профессии, водителем. То есть водителем. А почему вот у вас сварщики, здесь каменщики, монтажники, водители, все в одной? Нет, здесь водителя нету. У меня профессия аж получил до армии. Водитель? А здесь я учусь ради прописки, которую мне не могут сделать. Вот, Да. то есть вот сейчас на столы расставляешь? Да. Сколько раз в неделю ты этим занимаешься? Ну, 2 раза где-то в месяц у нас получается так. Не трудно? Да нет. А как здесь ребята вообще кормят? Нормально, средний. Нравится ребятам? Нравится. Вкусно все приготовлено, да? Ну да, вкусно очень. А вы за это вам бесплатно? Да, бесплатно. То есть вам училище предоставляет полностью, да? Да, да. Вот что у нас на сегодня будет на обед? Плов, Плов? Еще что? ну и мясо, курица. Мясо, ну куриный плов, да? Да, да. Потом вот я вижу компот там с булочками, да? И суп. Суп еще будет? Да, суп. Какой? Я даже не знаю, без понятия. Ну пока не будешь. В общем, с голоду пока не умираем, да? Нет. Скажите, пожалуйста, вот тех продуктов, которые выдают, хватает, чтобы ребят накормить всех? Вполне хватает. Вполне хватает. А как часто меняется вот рацион, меню? Ежедневно. Ежедневно? А сколько раз вы кормите ребят? 3 раза в день. То есть утром, вечером и в обед, да? И второй ужин. Второй ужин. В училище несколько лет существует второе расписание. Что это такое? Это работа секций, кружков, значит, по второму расписанию, так называемому. Ведутся предметные кружки, ведут спортивные секции, значит, высокопрофессиональные люди, инициативные, некоторые имеют звание мастер спорта советского. И сколько кандидатов в мастера спорта? На сегодняшний день нет ни одного кандидата в мастера спорта. Есть много перворазрядников. По каким видам? Значит, бокс, самбо, дзюдо. И вот недавно сообщили нам из Улан-Удэ, что наш бывший ученик, значит, подтвердил звание мастера спорта по биатлону. Вот эта библиотека. Сколько здесь у вас примерно книг находится?
книг. Ну, фонд, да? Фонд у нас 48 тысяч. 48 тысяч. Это с учебниками все. Как вы считаете, это много или мало? Ну, для нашей библиотеки мы считаем, что это достаточно. А как часто вот к вам в библиотеку заходят учащиеся? Ну, кроме того, что взять учебники. Вот просто, допустим, лежит пьеса Островского. Как часто вот они берут эти книги? Книги эти они берут у нас Ежедневно по программе. приходят. проходят. Они приходят ежедневно. Нет, я не о том, что касается программы. Вот просто человек что-то его заинтересовал, но этого в программе нет. К нам учащиеся из разных групп приходят ежедневно. Кроме того, мы ходим в общежитие с передвижкой. И там тоже ребята у нас берут книги. Приходят заниматься в читальный зал, берут художественную литературу. У нас очень богатый фонд для читального зала. Вот фантастическая, детективная литература, которую мы на руки пока боимся выдавать, а в читальном зале не читаем. То есть ваша библиотека пользуется популярностью? Да, да, да. Мы проводим здесь массовые мероприятия, приглашаем группы вот в читальный зал. Теперь читальный зал оборудуем. У нас сейчас там будут все массовые учащиеся, будут ходить туда читальные. А то не приходят у нас обычно вот здесь, вот только посмотрят журналы, а потом будем читать. А вот какие книги наиболее часто берут ваши учащиеся? Какого жанра, допустим, направления, там, политические? Фантастика, детективы, Вот военная тематика. А политика? Политика похуже маленечко идет. У нас в журналах и в газетах особой популярностью, как среди учеников, гороскопы пользуются. Вот мы на выставку выставляем вот эту всю литературу, читайте в газетах и журналах. И они это все читают. Правильно, у них очень большой интерес сейчас, неопознанно летающие объекты, вот они интересуются этими вещами. И просят провести их на классных счетах у нас. Вы в библиотеку, да, зашли? Подойдите к нам сюда, пожалуйста. У нас хороший читатель, постоянно Самый хороший. За какую книгу ты бы хотел взять сейчас? Никакую, просто здесь журналы читаю. Просто журнал пришел почитать, да? Ты часто сюда заходишь? Ну, почти каждый день. Почти каждый день. И вот только то, что касается спорта, да, читаешь? Или вообще всякие журналы? Ну, всякие вообще. Нет, у нас такой очень простой вопрос. Сколько у вас в училище получает человек стипендию? 51 рубль. 51 рубль. Это абсолютно все специальности и все учащиеся, 100%. Почему? Технические группы только. А еще какие у вас есть группы? Ну, трехгодичники, те на полном государственном обеспечении находятся они. Поэтому А вот повышение стипендии у вас не намечается? пока нет еще. Ничего. То есть 51 рубль это железный человек может получить, который приходит в ваше училище. Все, спасибо.